Асхаб Юнаев, сотрудник ОМОН Ахмат, посмертно награжден орденом Мужества. После окончания колледжа сразу заступил на службу. Когда узнал, что его боевые товарищи все-таки дети находятся не в безвоздушном пространстве, у них еще есть семья, и семья влияет сильнее, чем школа и какие-то там социальные институты на ребенка. Поэтому, кажется, здесь вопрос в том, что транслируется в этот момент семьей, довольно важен. И еще такая история, что, правда, дети обычно к школе, ко всяким школьным мероприятиям относятся с пониманием, что происходит что-то не всегда честное или не всегда понятное, какая-то обязаловка, как они это называют. Но к сожалению, мы не знаем, как эти факторы сложатся в каждом конкретном ребенке. Мы тут, конечно, упираемся в вопрос системы ценностей. И я думаю о том, что лично мне, конечно, было бы ценнее, чтобы образы героев были связаны не с милитаристской тематикой, а с какой-то другой тематикой. То есть это же могут быть герои, которые, не знаю, помогают другим людям в своем же городе, или которые делают научные открытия, или летают в космос, или защищают природу, или что-то еще. И, конечно, образ героического детьми впитывается. То есть у меня есть опасения, что у детей будет этот образ того, что герой — это обязательно тот, кто что-то такое сражается на войне. А это довольно сильно ограничивает. И вообще, конечно, не хочется, чтобы дети, в принципе, жили в картине мира, что война — это нормально, и герой — это только тот, кто погибает за родину или за какие-то идеи. Да, здорово, когда герой — это не тот, кто погибает, а тот, кто что-то меняет, что-то делает, может быть, чего-то достигает. А тут, складывается такой образ. Конечно, то, что в детстве легло, оно влияет, оно будет влиять и влиять и влиять. Оно не останется единственным, но оно так некритично будет проникать все время.